Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 2 раката утренней молитвы лучше мира этого и всего того, что в нем есть. Аллах сделает запретным для огня того, кто будет неуклонно совершать молитву в 4 раката до обязательной полуденной молитвы и молитву в 4 раката после нее. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, помолился за того, кто совершает 4 раката перед послеполуденным намазом, со словами: «Да помилует Аллах человека, совершающего молитву в 4 раката перед послеполуденной молитвой». Здесь я хотел бы привести один пример. В книгах упоминается один авлия, приближенный к Всевышнему человек. У него был желательный пост, и он шел по одной улице. В Египте, когда мы учились, там тоже мы видели людей, у которых были кувшины, свисающие с их плеч на ремнях, и в них они несли холодную воду со льдом, и ее они разливали в стаканы для желающих. В одном Каире 20 миллионов человек, и там на улицах огромное количество людей. Все куда-то спешат. Здесь автобус, там такси, метро и так далее. И люди не успевают куда-то заходить, чтобы попить воды. И вот эти разносчики продают им воду на разных остановках, прямо на улице. В то время они тоже были. И когда этот авлия шел, говорят, он увидел разносчика воды издалека, который кричал на всю улицу: «Да помилует Аллах того, кто это выпьет», чтобы у него брали эту воду. И стоила она недорого, несколько копеек. Этот авлия подошел к нему и выпил эту воду, нарушив при этом свой желательный пост. И находящийся с ним рядом, знающий о его посте, спросил: «Неужели ты забыл о своем посте и поэтому выпил воду?» Он сказал, что не забыл, и все равно выпил ее. И когда тот спросил, почему ты нарушил свой пост, он ответил ему: «Я понадеялся, что Всевышний Аллах смилостивится надо мной по причине дуа этого человека больше, чем за мой пост». Его слова: «Да помилует Аллах того, кто это выпьет». А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да помилует Аллах человека, совершающего молитву в 4 раката перед послеполуденной молитвой». Так помолился пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Разве не стоит нам постараться быть одними из них? Есть ли кто-либо более достойный ответа на свое дуа, чем наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Однако здесь следует отметить, что после того, как верующий совершил обязательный намаз, и если его дом находится неподалеку, то сунна намаза лучше совершать у себя дома. В книге имама Махалли, да смилуется над ним Аллах, сказано, что даже если обязательный намаз совершался в мечети Аль-Харам в Мекке, сунна намаз лучше совершить дома, потому что баракат, благословение Всевышнего, от намаза очень большой. И чтобы не лишать этого бараката свой дом, не совершая сунна поклонения в нем. Однако, если дом далеко, или ты не можешь туда отправиться, сунна намаз также стоит совершить в мечети. А если собираешься совершить сунна намаз дома, все равно посиди в мечети. Читая аскары, проведи это время с пользой в поминаниях Всевышнего. Есть хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Поистине, каждый из вас, заходя в мечеть, находится в молитве, и если он намеревался совершить только ее, и ангелы молятся за каждого из вас, пока он находится на том месте, где он совершал молитву, говоря: «О Аллах, прости ему! О Аллах, смилуйся над ним! О Аллах, прими его покаяние!» И так продолжается до тех пор, пока у него не нарушится омовение или же не начнет причинять неудобства другим. И от такого чтения дуа ангелами за нас тоже огромная польза. Также сказано: кто бы ни читал после каждого обязательного намаза аятуль курси, между ним и раем нет никакого препятствия, кроме смерти. Это тоже хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Также есть тасбих, восхваление Всевышнего, которое мы совершаем после каждого намаза, читая 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулиллах и 33 раза Аллаху Акбар. Получается 99, и 100-й мы произносим «Ла иляха иллаллаху, вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду, ва хуа аля кулли шайин кадир». И каждому, кто по 100 раз произносит такой тасбих после каждого намаза,
Даже если у него будут маленькие прегрешения, подобно морской пене, Всевышний простит ему их. Имеется в виду совершающий этот тасбих после каждого намаза, а не тот, кто делает его время от времени. Положение этих двоих, конечно же, не одинаково. Еще ученые здесь высказали очень важное мнение, что это поклонение не только очищает от малых грехов, но и постепенно со временем очистит человека еще и от большого греха. За исключением, конечно, права других людей, задетого им. Поэтому нам не подобает сразу вскакивать после намаза. Ладно, хорошо. Разве недостаточно нам Корана? Разве не должны мы слушать его? Есть ли что-либо выше него? Выше слова Всевышнего? А он говорит в Коране: когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя, сидя или же на боках. Стоя читать аскары, если мы спешим, например, куда-нибудь, как мы упомянули ранее, или лежа, когда не можем сидеть. То есть, в каком бы состоянии мы ни находились после намаза, необходимо совершить зикр, поминание Всевышнего. Это повеление Всевышнего. И как мы можем оставить его?